Привет, любители сериалов! Скучали? Тогда давайте скорее начинать. Нашу подборку открывает русский перевод. Отечественный детектив 2006 года по роману Андрея Константинова «Журналист». События сериала разделены на две части. Первые 4 эпизода рассказывают о советском военном переводчике-арабисте Андрее Обнорском. Прямиком со студенческой скамьи юноша попадает в центр военных событий в Йемене. Африканская жара, политические раздоры, игры советских спецслужб – все это в новинку для молодого лингвиста. События второй части сериала происходят в Ливии. Здесь испытания старшего лейтенанта-переводчика набирают новый оборот. Для просмотра доступен всего 1 сезон. Оценка на Кинопоиске почти 8 звезд. Извини, братишка. Служба. Любителям истории лингвостроноведения понравится мини-сериал «Белая принцесса». Действие драмы происходит в период правления короля Генриха VII и его жены, принцессы Елизаветы Йоркской. Сериал может заинтересовать как студентов Института иностранных языков, так и его преподавателей. «Белая принцесса» — это не только экскурс в историю Великобритании, но и отличный пример английской лексики. Аристократия говорит сложно сконструированными предложениями, употребляет редкие слова. Именно в этом сериале вы познакомитесь с классическим британским акцентом. Оценка драмы на Кинопоиске – 8 звезд. Кстати, у мини-сериала есть приквел «Белая королева» и сиквел «Испанская принцесса». Не забудьте посмотреть их тоже. К чертям смирение и раскаяние, скрытность и терпение. Вот мой девиз. На очереди драма 2014 года «Чужестранка». История телесериала основана на одноименных романах Дианы Гебблден. В главных ролях Сэм Хьюен, Катрина Балф и Ричард Ренкин. В сериале вы сможете услышать все фонетические особенности шотландского языка. Так называемый Scottish English присутствует на протяжении нескольких сезонов «Чужестранки». Интересно, что к созданию экранизации фантастического телесериала приложило усилия 22 режиссера. Приключения, интриги и неожиданные повороты – все это сопровождает шотландское звучание. Оценка на Кинопоиске почти 8 звезд. У всех исчезновений есть объяснение. Обычно. Следующий в нашей подборке ситком «Американская семейка». Основная идея сериала – все люди отличаются друг от друга, и это нормально, а роли в нем исполняют актеры разного возраста и происхождения. Каждый персонаж «Американской семейки» имеет собственную особую манеру речи. Например, героиня Глория говорит по-английски с колумбийским акцентом, а тинейджер Хейли в речи использует сетевой сленг. В сериале вы услышите беседы американцев об однополых и межрасовых браках, о ревности и любви, семейных и рабочих проблемах. Премьера состоялась в сентябре 2009 года на телеканале ABC. Для просмотра доступно 11 сезонов. Оценка на Кинопоиске – 8 звезд. Нашу подборку мы завершаем американским комедийно-драматическим сериалом «Эмили в Париже». Слоган сериала дословно переводится как «Извините за ее французский». Главную роль исполнила Лили Коллинз, известна по фильму «Орудие смерти. Город костей». Действие сериала разворачивается вокруг американки Эмили Купер. Она получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. На новом месте у героини возникают проблемы, языковой барьер и снобизм французов по отношению к иностранцам. На протяжении всего сериала Эмили пытается влиться в новый коллектив, проникнуться местной культурой, найти друзей и любовь. Каждая серия не отнимет у вас больше 30 минут, зато погрузит вас в атмосферу французской столицы. Оценка на Кинопоиске – 7 звезд. Париж – самый невероятный город в мире. Никогда не знаешь, что дальше. Эмили в Париже. Субботняя подборка подошла к концу. Какой сериал вы бы добавили? А какой вам понравился больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях и ждите продолжения рубрики через неделю. Пока!